На съезде был поставлен ряд вопросов, среди которых анализ социально-политической ситуации в стране, определение перспектив дальнейшей работы партии и отчет о проделанной работе. Подводя черту прошедшего года, я хочу сказать о том, что наша партия работала в двух направлениях. Основное – это политическая платформа, на которой строятся наши отношения, и благотворительная. В силу того, что мы напрямую связаны с благотворительностью, когда-то мы начинали свою деятельность с благотворительности. Лаш Сакания создал благотворительный фонд «Абхазия», и он просуществовал несколько лет. И потом на базе этого фонда образовалась политическая партия «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие». Для тех, кто просто не осведомлен о деятельности нашей партии, я хочу сказать, что партия состоит из обычных простых людей, таких как я. Это люди, которые работают кто-то в поле, кто-то в школе, кто-то врачами работает, кто-то не работает. И все хотят улучшений своей жизни. Подводя итоги деятельности партии, в докладах было отмечено о том, что партия «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» в прошедшем году реализовывала два основных направления своей деятельности – социально-благотворительная помощь гражданам республики и участие в политических процессах государства. Понимая высокую степень ответственности, которую мы на себя берем, мы были готовы реализовать наши коллективные, партийные, социально-экономические и политические проекты на главной законодательной площадке. На политическую борьбу за депутатский мандат были направлены наши основные силы. Но для того, чтобы не быть очередным серым идейным претендентом на красивую должность, мы разработали и предложили избирателям нашу программу, в которой обосновали стратегию развития Абхазии с упором на средний класс. Этой теме были посвящены несколько заседаний Политсовета и передачи на телевидении и страницах абхазских СМИ. Члены партии предложили изменения, которые должны предполагать наделение парламента правом выдвижения кандидатуры на пост премьер-министра с последующим его назначением. Сейчас, согласно статье 45 Конституции Абхазии, президентом избирается лицо не моложе 35 и не старше 65 лет. Было предложено повысить возрастной порог до 70 лет. В том же аспекте было предложено повысить возрастной ценз для кандидатов в депутаты с 25 лет до 35, а также депутатов в органы местного самоуправления с 18 до 30 лет. Участники съезда предложили начать сбор подписей в поддержку данного предложения. Помимо возрастных порогов было предложено проведение дополнительных тестов комиссии при ЦИК, которая будет определять уровень подготовки кандидатов путем тестирования. В тестирование, по мнению членов партии, должно войти знание абхазского языка только на пост президента, знание Конституции страны, уровень образованности и другие немаловажные аспекты. Партия «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» заявила о том, что пока не намерена входить в недавно созданный союз политических партий и общественных организаций республики, но при этом заявила о своей оппозиционности. На Алакове Михаил Братухин, Абхазское телевидение.